Живут в России разные народы. С давних пор одним тайга по нраву, другим степной простор. У каждого народа язык свой и наряд. Один черкеску носит, другой надел халат. Один рыбак с рождения, другой оленевод. Один кумыс готовит, другой готовит мед. Одним милей осень, другим милей весна. А родина Россия у нас у всех одна. Нәре нергей болуқтын, тапталлах сахабыт сирин олықтақтара сахабыт баржана. Бихеге бүтін модон Россия бұтығар бүгін сомағылығы күні. Бұқа барғытын, сахай кетін атыттан етестің ағарды болуқтын. С Днем народного единства! Пусть в нашей республике всегда будет мир, гармония, и чтобы все народы нашей республики жили мирно и дружно. Желаем вам счастья, мира и добра. Давайте жить мирно, чтить традиции, укреплять дружбу и создавать светлое будущее для нашего следующего поколения. Эргим Якут чонуыз сілеріне эпт сеткіл қатыштырылған күнүлі байыр жедіріп тұрбыз. Това общинаның мұрнында. Желаем всем крепкого здоровья, процветания, сохранения и развития родных языков и культуры. 국민통일날을 축하합니다. Днем народного единства! Более 30 лет наша общественная организация ведет свою деятельность и не теряет актуальности поставленных целей и задач. Русская община Якутии реализует проекты, направленные на сохранение русской национальной культуры, популяризации русского языка, объединение русских в Якутии и трансляции истории, которая многие годы объединяет народы России. Русская община Якутии – одна из этнокультурных организаций под крылом общественного движения Ассамблеи народов Республики Саха-Якутия. Ведет деятельность в сотрудничестве с Домом дружбы народов. В Доме дружбы народов совсем недавно появилась вот такая русская изба. И сегодня в этой избе мы познакомим вас с творческим нашим проектом «Параскева». Добро пожаловать в гости к русской общине Якутии. Добро пожаловать! Хочу вам сегодня рассказать про наш проект «Параскева». Наш проект зародился с нашего первого оберега, который мы жителям проводили, называется «Неразлучники». «Неразлучники» – это несет семейный оберег, который дарился семейным парам и на свадьбу. Сакральный вот этот оберег несет одноручники. Если мы видим, на одной палочке это муж и жена, которые всегда по жизни идут вместе. Этот оберег вешался в доме в красном уголке. Он помогал от сглаза, от дурных слов. Проект «Параскева» появился в октябре 2024 года, то есть буквально год. За это время мы успели провести многие мастер-классы в школах, организациях, на мероприятиях городских, мероприятиях, проводимых Домом дружбы народов. Сам проект получил имя «Параскева». Это оберег для творческих женщин. Помогает в семейном быту, в семейной жизни женщинам. И когда вот он у нас зародился, этот проект, стали изготавливать новые обереги. Следом появилась подорожница. Изготавливали оберег, ну и до сих пор мы его изготавливаем для участников специальной военной операции. Через волонтеров мы их отправляем. Подорожница – это маленький оберег, который на самом деле в нем скрыта очень такая серьезная сила. То есть он помогает мужчинам. Весь смысл его заложен, скажем так, в этой котомочке. И на мастер-классах мы рассказываем конкретно уже о том, что внутри, какое наполнение и что он несет. Далее появились голубь мира. То есть также стали изготавливать его для участников СВО, и также с волонтерами отправляли. На 9 мая ветеранам и участникам на площади Победы вручались
вот такие вот обереги. Еще я хотела бы рассказать вам о тех оберегах, которые присутствуют вот в нашей коллекции. Это оберег десятиручка. Видите? То есть каждая рука под определенным цветом. На каждую руку загадывается что-то женщины сокровенное. Она, конечно, помогает в быту, в хозяйстве. То есть на каждую ручку загадывается определенное желание у нее. Вот. Все здесь не случайно. То есть красные нитки, цветные вот на ручках ленты, 9 бантиков, которые на юбочке. Все здесь не случайно. Но главное то, что она помогает в хозяйстве, помогает в быту, помогает в семейной жизни. Далее оберег на здоровье. Вот как вы видите, да, все вот эти вот обереги, да, которые из жгута сделаны, они с косами. Обязательно должна быть коса длинная, которая помогает, как правильно сказать, чтобы легко женщине давались какие-то дела. Конкретно вот этот оберег на здоровье заговаривается на определенную болезнь. Когда он выполнил свою роль, соответственно, он сжигается. То есть, если человек выздоровел, он выполнил дело, сожгли. Заболел человек заново какой-то другой болезнью, делаем новый оберег, и дальнейшая история у него такая же. И вот оберег доля. Видите, какая длинная коса? Это вот для женщин, тоже для помощи в быту, чтобы женская доля была счастливой. Чем счастливее хочется, да, тем длиннее должна быть коса. И именно этот оберег вешается косой вверх. Далее я вам расскажу еще про обереги. Вот такие пеленашки. Вот такие пеленашки изготавливаются для новорожденных детей. Для новорожденных детей они помогают, вот, знаете, приходят, допустим, на первый месяц к ребенку, да, то есть человек неосознанно может как-то сглазить ребенка, даже добрым, вот вроде бы с добрыми помыслами, но случайно получается так, что можно сглазить ребенка. И вот такие вот пеленашки, они перенимают на себя какие-то случайные там слова, да, от кого-то намеренные слова, ну, всякое в жизни бывает, да, взгляды дурные, еще что-то. Вот, так что на первый месяц рождения очень хорошо, или вообще, как бы, когда ребенок родился, хорошо дарить либо вот таких пеленашек. Началось на самом деле вот с этой вот куклы большой, которая стоит вот на входе, значит, масленицы. Ну, с Мариной Витальевной мы, значит, делали первые обереги, самые девочки, все делали эти обереги из ниток, просто из ниток. А потом как бы очень загорелись и другими, и третьими куклами, вот про всех, которых сегодня вы услышите, они все разные на самом деле. Все несут разную мощную энергетику и разную направленность. У каждой куклы свое, как бы своя история, свое предназначение. Вот. И особенно вот мы придаем особое значение, конечно, нашим оберегам, про которые уже тоже вы услышите в дальнейшем. Обереги, которые уже на СВО посылаются каждому нашему солдату, и как бы с частичкой нашей земли, с частичкой нашей травы, вот, запахом и так далее родной земли. Это очень важно для нашего каждого солдата. Параскеву мы готовили как раз как свой оберег нашего проекта. И на русских вечерках у нас она презентовалась. Теперь мы постоянно ориентируемся на нее. У каждой женщины есть своя Параскева. Потому что мы верим в это энергетика, она плохо изучена, но есть такое, что веками она складывается, что люди верят в обережные куклы. И мы верим, что они помогают, они нас настраивают на доброе. На каждый месяц славянских праздников делалась, вот, например, масленица. Кукла хочу вам показать. Почему 12 кос? Потому что 12 месяцев. И на каждую косу загадывались желания. Когда этот месяц заканчивается, на следующий год вот эту куклу сжигали или топили.
и изготавливали опять новую куклу. Вот такая же масленица маленькая на соломе. Потом у нас шла верба, вербница кукла. То же самое. Наши женщины, наши предки загадывали желания. Когда эти желания исполнялись, эту куколку тоже либо топили, либо сжигали. И также хочу вам показать нашу куклу Пасху. Пасхальная. И также у нее еще подружка есть у нашей Пасхи. Это пасхальная голубка. Каждая кукла несет в себе сакральное, обережное. И даже у Пасхи вот здесь лежит кусочек хлеба, чтобы всегда достаток в доме был. Также хочу вам представить куклу весеннюю. Называется «Птица счастья и радость». Как мы можем посмотреть, здесь мы можем увидеть, что здесь птицы. Наши предки верили, если весна запаздывает, изготавливали такую куклу обрядовую. И даже можем посмотреть, что платок в виде птицы. Изготавливая эту куклу, и наши предки верили, что весна пришла. Мы прекрасно знаем, что этот год у нас 80 лет, юбилейный год. И в этом году вот родилась вот такая фронтовая медсестра. В эту куклу я вот всю свою боль и свою любовь вложила. То, что пережили наши предки. Даже можем посмотреть из ниток, как они сильно переживали. Я все сюда вложила. Как наши молодые девушки уже сидели в 15, уже даже с 15 лет. И я вот придала этой кукле, как наши женщины переживали. И также хочу вам представить вот этого ангелочка. Этого ангелочка я разработала. Ну, везде, наверное, делают такие обереги, в каждом регионе. Но в данный момент я вот разработала такого ангелочка. Мы делаем их, передаем нашим волонтерам. Я очень рада, что некоторые волонтеры приглашают нас на мастер-классы. Мы изготавливаем, показываем, как его изготавливать, этого ангелочка. Я думаю, вот этот сакральный ангелочек, он несет веру, любовь. И вот эти крылья наших ребят укрывает от всего. И вот эти маленькие голуби, мы прекрасно знаем, что голубь несет, это самая чистая птица. Эта птица упоминается в Библии. Этих мероприятий в сегодняшних реалиях является поддержка специальной военной операции. Совместно с русской общиной, конкретно с Екатериной Евгеньевной, а также с генеральным директором Дома дружбы народов Антонидой Николаевной, ведется поддержка ребят, выполняющих задачи, поставленные президентом в рамках специальной военной операции, которыми являются наши работники нашего института. Мы с первых дней специальной военной операции занимаемся тем, чтобы правильно донести информацию до наших ребят, в том числе и в рамках диалоговых встреч. Одной из такой встречи является диалоговая площадка, ежегодно проводимая в февральские дни, ближе к Дню защитника Отечества. Это диалог на тему патриотизм. Что такое патриотизм? Любовь, верность или действие? В прошлом году мы реализовывали проект по трудоустройству подростков в трудной жизненной ситуации, которые находятся совместно с русской общиной. И целое лето ребята приходили, работали у нас, плели сети. К нам приходят пожилые, все, кто желает помочь. И очень сильно мы хотим, чтобы к нам приходили
как можно больше людей, потому что помощь фронту нужна обязательно, очень-очень сильно. Ребята постоянно просят сети. Ну, кроме сетей мы еще много чего делаем, но основная просьба от ребят – это сети. Мы отправляем также адресные посылки ребятам на фронт. В эти посылки мы вкладываем обереги, которые изготавливаются членами русской общины. Обереги по славянской традиции, сделанные горожанами Якутска, женами участников специальной военной операции, детьми, студентами, молодежью и членами русской общины, мы передаем волонтерам для того, чтобы они вложили их в посылки солдатам. Пусть ангелочки и эти голуби мира хранят их в зоне боевых действий. И поздравляем всех с Днем народного единства! Биһиги самоголоху күннен бүгүн бу Жакускай кораппыт өксөкүлөр росы кинигер элбэх болон тагырхам хоннобут. Ол курдук арасы муктар манна амуктары түмер Ассамблея народов республики ден Подголов Александр Георгиевич Салаячылах наха чөй түмсүйләбите отуттан тахал болла. Бу түмсүйһинен биһига бу сахабыт сиригер 136 расымы колорор боллагана биһига үгү самуктар манна бәйләрин әйгеләринен, бәйләрин түмсүйләринен, жаннары сәргеләрин түмәннәр, үләли хамсы, бәйләрин культураларын, бәйләрин тылларын өстерин сайыннары хаҗаллар. Ол иһигер биһиги бу өксөкөләр хөрсәй атнан нородогорда хутун жетигер биһиги саха кетеген сахалар түмәбит. Биһиги саха жона улуу саха мук, биһиги бу маннык түмсен инникилэх боллах бутна биһиги кескиллэх биттен. Онну көйдә ханалах биһиги бу арас сирәһеннәргә табыт.
Биһи түмсүйбүтүгер бу сахайгетейен хонтон киһи барта өйдөөтө сахайгетейен олаты тох бар кере эйге барты киирер тох бар кең эйге барты киирер сахатылыттан сулуга бичиге культурата төрүт культурата тох бар сиере туома кини бу касыме үйелер тухары идде келбит үөрэгай билиите итегале тох бар бу айыхага сүгүрүер үтүө мааны араас кайыскаларбыт барыта биихага бу сахайгетинигер баалар сахайгетинигер биһиги элбэх араас тирэһэннери ытабыт ол курдук биһи тирэһэннер бит манна ытылар булактарына биһи кең эйгега тахамыт дьоннорун ыттаамыт дьон элбэх киһи келеннер улустартан тие келеннер биһиги араас тирэһэннер битер кытталлар элбэга келен билен истен бараллар ол курдук биһиги тирэһэннер битигер араас проекттардаахпыт бу проекттар бутун хулары кылгасытер булахана биһиге тохден бар сүрөхпер өбүгө мала алгыга ден белек проекттаахпыт мантаханан бисиһен кебиехтен бар биһига манна бар жөһөгөй тыына хамсаханнан жөһөгөй тыына ден түмсү белегонан эме барбыт ол курдук элбэх тохтар баалар бу улуу жомутун үйетитиге эме элбэх проекттар баалар онун кас бидди киһи бээтен багатынан манна келеммит түмсен сүбелэһен барамыт ол терэһэннери бар жомутор тахарыкайын диэмит бэйэбит учонойдарбытын историктарбытын элбэх кең билилээх дьоннорбутун талааннаах дьоннорбутун кең хатабыллаах дьоннорбутун кең эйге хатахарабыт биһиги сахайгете ихинен мактал иейите ыры бөлөгө бу сыл саңатыгар олуню бир күнүктен териллен ыллыан багалаактар түмен олуню 5 күнүгер бастакы жарыкпыт сагаламыта у транспорт институтун жетигер культура, онна искусство колледжин преподавателя, Саха республикатын культуратын туйгуна Станислав Петрович Олесов Салаян. Каханда ыллаватак жоннору. Сатабыллактык, эрдебиллактык жарыктан ансамбль репертуара агыс ыйыгер кеңен үрденихер. Бүгүн саха эйгете түмсү төрүттәчилерин тәрәһиннәх олок тускулун тутар котой айы ыйгар түмсүләктик тәриен саха омок атын омоктардын бирге жону сергени сергәкситер саха культуратын үгәстерин итагалларын көрдөрөр үлени ыйтар. Биги агам хастар жону түмен 2-нче бир хылвактан састан хагаландарктан аммыт үйөрөкө тахыджаммыт бу сакабыт фольклорун усаран айымнеттин бу жоңго народка тердерге диен сылвак сака инструментарын туттаммыт бывыргы сакарыларын толорабыт ол курдук элбак конкурстарга кытынныбыт. Онна бу коллабора Таланты России ден международный конкурска Москвага барахаджаммыт лауреаты первой степени болбуппут. Бывырын бриллиантовые нотки ден бу зима начинается с Якутии денгеме фольклор беляр кыттаммыт лауреаты первой степени болбуппут. Ити курдук оттон маннык инникитин даганы бу фольклору манныка сылжан, сайдан, дабаян, даян иекпетемит. Макталы кытта бу сака игетин игер барбытыттан биге астынабыт. Онна бу курдук эме үлели ылы тоя сылжакпетемит эренебит. Толинкия самбаатыттан калан олоробун биге салаячыбыт Екатерина Петровна Новикова болар. Ини үтөлак үлехит биге Комсатан үледен сүдден көтөден үнкілеті әйдер. Бей коллектив әббақиге бұл қоры тегігер әббақиге күтінді бұд. Онына атын сүддеге дойдылығы барамыд. Әмей Монголия күттік сүддеге барамыд. Күттан үнкілен кәлі бұд. Мұны әттен тұран әтеметі әссе бұл коллектив олыс нұрызнай неққа. Мара бийки гутти яра катай жавет мара бийки гуттабот Тере биталас пинен тапта манна эре ханнада болбата үйоса аспита туярима котаптала Пита, үйің olan оғаса
Наша общественная организация базируется в Доме дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского. У нас есть вот эта маленькая комнатка, в которой мы представляем символы наших предков, их быт, традиции. И самые главные символы – это, конечно, бубенцы. Давай. И колокольчики под дугой. Вот одновременное звучание колокольчиков и бубенцов называлось в России ямской гармонией. Давайте-ка еще раз. Вот таким образом, да. Самый главный символ нашего народа – это верстовые столбы, которые устанавливались на всех почтовых станциях. И там, ну, сколько верст осталось до Иркутска, записывалось. И у нас в Хангаласском улусе во всех почтовых станциях есть верстовые столбы, где даже люди не живут. И по нашему опыту 28 верстовых столбов установили наши иркутские друзья. В то время почтовой станции Иланки не было. Почему? Потому что между существовавшими рядом станциями Тайнаринская и Титаринская расстояние было равнялось 44 верстам. Это очень большой перегон, от которого многие проезжающие отказывались даже, жаловались, депеши писали, вплоть до Санкт-Петербурга. И все-таки через 87 лет существования самого Иркутского почтового тракта открыли промежуточные станции Иланская. Почему Иланская? Потому что там единственное место было, где можно было бы, которое как бы удовлетворяло селитебным нормам для постройки жилых домов. Площадь была маленькая, но все равно все-таки выбрали, остановились на Иланке, и там поместилось потом всего 8 хозяйств, было 8 домов. Но объемные годы и шли, объемы почтовых перевозок росли, и поэтому все-таки людям негде было жить, и поэтому пошли на гору. Иланка – это и одна из, это, пожалуй, по всему Якутскому тракту, это вторая, наверное, станция, которая расположена высоко на горе. Если остальные станции находились прямо на берегу, на трассе, прямо на берегу реки, очень удобно было, да? А здесь вот наоборот надо было подниматься на горы, корчевать этот лес, рубить, обрабатывать поля для строительства, для посевов и так далее, и так далее. И поэтому им досталось больше всех, ну, трудно было жить иландским имщикам. Мен төрәбітім титарыға, төрәбітім Голокоп Митрофановичтен кейттен төрәбітім. Папам, мамам балана Наталья Иннокентьевна дентен төрәбітім. Мамам 13 оғыны төрәп біте, ағы суол 5 кығы төрәп біте. Ол сыллен папа бұтын армия ыңыр бұттары, папам оты әдер әрдәне германская серига плохо 100 серига липута. Японская серига самая последняя липута папа. Предовой дояркавын, закоска, колхозка титарыга үлеләбетем. Чекаловка племонный перваннан кирбетем. Депутат этим, местный депутат болы халипутым, районный депутат болы халипутым. Вот ол курду үлелән 30 сылы бұға даяркалана, синяк әлен олықсуын олырдам, деді ол сылямын. 2 оғынларым сері ветеранлары боланлар. Оғдобабынан жел бұтым. 10 сыллаққа кәлемін олырабын. Однокомнатный жеға. Onun ben 6 olaqpın, 1 olaqpın, 5 kıstaqpın. Oğlarım üleliller. Ben burada ağıwan ağı saspar deri sıllavın. Onun barılarıga здоровьяны bağırabın. 3 aydık sıylarıga ters seri bol batın serini uğrat ekkanada. Oğlar bu araksatlar.
Varı irgiyen kalelleri gördü hevin. İki tane sürek biter kilbite seri. Seri bir ematör gören albut, edeyaktır bolamut. Elbaktik ıtabıp bit. Kızcağız babız kalağa bit. Dağça kuşu kaça. Ağuan sette sağır ölbüce ol babız kabut. Doğuan sette sağır. Papa bit mamata. Onun oğulur butun körötten o varıtın oğul doğuktan olur dok bit dibi. Üle ve onu üle labidem aksemin. Кытана сюдеваками. Родилась я в село Титары, в ямщицкой семье. Мама с Абдабана, папа с Титаров, Сухарев. Также я хочу рассказать, что ямщики питались в основном, еда была вот блинчики, пожалуйста, красивые, вкусные. Блюдо, которое всегда должно было на столе, это у нас квашеная капуста. Вот. Ямщицкая тоже еда. Ну и стряпное обязательно. Пирожки, булочки. Вот, пожалуйста, пирожки тут и булочки красивенькие. Пекла Татьяна Митрофановна сегодня. Картошечка. Без картошки никуда. Вот основная картошка, еда тоже. И вот еще рыбный пирог. Ну, тесто раньше было другое, конечно. Сейчас современнее немножко. Тесто делается из маргарина. У меня, допустим, рыба, чир, лук, перчик. Вот получился пирог красивый и вкусный. Что нам надо, видели, что нам надо, видели, видели. Мы видали парочку, парочку. Стань, парочка, подбодрись, подбодрись. Рева
Ассоциация долгана 1992 сыллахтан төрүттемите. Отто опсайна мустан хелжер болбут. Опсая долганар хаха херегер именно 2-тыгынчага кихи барбыт. Бе үксүн манна жокускайга көһөн келем бараммыт. Бәбит Норопу барын көрдүрөмөт арас мероприятияларга кыттабыт, ыяктарга кыттабыт. Быйыл саас сүлөт болбута Сайсар озера онны кыттыбыт. Олонко ыягар кыттабыт. Тох бар мероприятия тыл болун, тох болун. Төһө барынын кыттабыт. Быйыл ыякка бихи бәбит ассоциациябыт туога ден бихи төрүт көс олоқтоқ жон боламыт табахаттары болохко олорон көһөбүтер. Ону быйыл үс хатынга урахаттан туспа бәбит болохпутун агалан турордубут. Исторический момент деп курдук болар. Онна быйыл бихи аймактарбыт Красноярский край төрүттәхтире. Ону бу ика келем бардылар. Форум болла от Енисея до Анабара ден. Онна мечүй байдык бәбе битин көрсөн, кинилер ба абыжыйдары көрдөрөн, бихи бәбе опыт бытын билибитин атастастыбыт. Сейчас в составе молодежного совета около 30 участников. Из них примерно 20 активно вовлечены в работу. Регулярно участвуем в различных мероприятиях, активно сотрудничаем с Домом дружбы народов и включаемся во все значимые республиканские мероприятия. На мне традиционный долганский наряд. Парка шита по всем традициям народа долган. Здесь каждый узор имеет свое значение, которое передавалось из поколения в поколение. Поздравляем вас всех с Днем народного единства. Желаем вам счастья, мира и добра. Наша организация очень много внимания уделяет именно сохранению родного языка и культуры. И в этом плане мы проводим очень-очень много мероприятий, конкурсов, научно-практических конференций, круглых столов и так далее. И мы, как и все народы нашей республики, мы, наша общественная организация, мои сородичи, все дружно вместе работаем рука об руку. Ежегодно наши сородичи принимают участие в международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России». И наши мастера и представители культуры, которые принимают в мероприятиях «Сокровищ Севера», все там делятся своим опытом, показывают свое мастерство, и также они соприкасаются с культурой других народов России.
Добрый день! Мы находимся на территории церкви Сурб-Карапет, армянский храм. Всем уже давно известно, что армяне – это первая нация, которая приняла христианство как государственную религию. Сейчас приглашаем вас в церковь, чтобы ознакомиться с ней изнутри. В 2014 году открылась армянская церковь Сурб-Карапет. Это самый северный храм в России. Строительство церкви шло 3 года. Церковь построена полностью на средства меценатов, прихожан и членов общины. Пройдем. Церковь имеет высоту 27 метров. Все материалы церкви – камень, крест, дерево – привезены из Армении. Все, что находится на алтаре, привезено из святого Эчмиадзина. Написанные картины в виде икон нам подарили члены нашей общины, наши меценаты. На них изображены наши святые. Вот этот дар мы получили от епископа Якутского и Ленского Романа, как раз-таки в день освящения храма. В день открытия храма были установлены бюсты 2 известным личностям современности, армянским личностям. Это Григорян Гранд Арамович, якутский и российский композитор, а также Челенгаров Артур Николаевич, политический деятель, исследователь Арктики и Антарктики. На территории армянской церкви находится культурный центр, в котором располагаются гостевой зал, концертный зал, офис армянской диаспоры. Также есть воскресная школа, где дети изучают армянский язык, литературу, историю, культуру, проходят курсы шахмат. Приглашаем вас внутрь. Для нас, армян, живущих в Якутии, важно сохранить свои традиции. И
правовом поле интегрировать и адаптировать наших соотечественников для проживания на территории Республики Саха-Якутия, для чего было принято решение открыть воскресную школу. В воскресной школе учатся армянскому языку, армянской литературе. Мы открыли кружок шахматов. У нас имеется кружок армянских национальных танцев. Мы также для вновь приехавших наших соотечественников проводим уроки, лекции для того, чтобы они адаптировались и интегрировались для проживания на территории Якутии. Амар мынде, бухы ардзоне, улус хорындың, хен удурор, амаршалнып ди. Дорогие жители Республики Саха-Якутия, бурятская община города Якутска поздравляет вас с Днем народного единства. Члены бурятской общины города Якутска представляем традиции, обычаи бурятского народа. Чтобы представить бурятскую культуру, немножко надо рассказать о предыстории. Историки говорят о том, что древние буряты берут еще много тысячелетий назад из народов Сянджи и Хунны. Еще до много-много тысяч лет назад жили вокруг Байкала. Буряты вели кочевой народ, скотоводы, заселяли степную часть нашей планеты. Поэтому и жизнь, обычаи, традиции – все связано с кочевым образом жизни, со скотоводством. Традиционное жилище бурятов – это юрта. Она имела круглую форму, что означало мироздание. Очень отделилась, вот и мы сегодня находимся в традиционном жилище юрте, где мы собираемся, члены бурятской общины, проводим свои праздники. Наша юрта, которая сделана ручной работой, полностью здесь присутствует дерево, сосна. Вот это все ручная работа, это вытяжка тонно по-бурятски называется. Здесь должен быть стоять очаг, где топится печь и дает тепло. Еще вот добавить хочу, юрта делается из прессованной шерсти, это по-русски войлок. Это же, а прессованная шерсть, потому что солнце не попадает в жару и тепло не выпускает.
прессованная шерсть – это очень хороший теплоемкий, она держит ее тепло. Поэтому делалось из юрты, и внутри этой юрты находится мебель. Вот эта мебель ручной работы. Видите, здесь присутствуют все цвета буддизма. Мы буддисты, у нас, видите, здесь нету черного цвета. Черный цвет у нас не приветствуется. У нас все оранжевое, бордовое, белое. Вот здесь у нас все белое. Белое, оранжево-бордовый цвет буддизма. Это счастье, добро и процветание. И еще хочу добавить, да, что дверь юрты обязательно должна смотреть южную часть. Делится она строго на зоны. Правая часть – это мужская половина, левая часть – это женская половина. Поэтому с правой стороны все предметы, которыми пользовался мужчина, складывались, а в левой стороне предметы, которыми пользовалась женщина. Это утварь, соответственно. Да? Северная сторона – это считалась она самой богатой стороной, и складывалось там, устраивали алтарь, богатство свои, и праздничные свои выходные наряды там берегли буряты в старину. И самые сейчас у нас почитаемые обычаи – это гостеприимство. И вот мы сейчас хотели бы продемонстрировать вот это, как гостеприимство у бурятов самые-самые распространенные с древних времен обычаи. Пожалуйста, у нас есть наши уважаемые наши старейшины. Просим вас, пожалуйста, да, вот сюда. И наше более молодое поколение покажем, как именно это гостеприимство проводится. Это не просто вот так взяли, что-то сказали или как-то, это целый ритуал. У нас в буддизме 5 цветов. Так как буряты буддисты, поэтому вот все связано с буддизмом, да. 5 цветов хадаки. Девушки, пожалуйста, сюда, да, подходим с хадаками. Белый цвет – это символизирует чистоту материнского молока, синий – это чистота неба, зеленый – это трава, да, вот мироздание, красный – это сила, борьба, победа. Вот, пожалуйста, Солбон, подходите, да? Вот, подносим хадак, и молодое поколение снизу поддерживает руки, Солбон, покажи, да, вот. Знак того, что молодое поколение поддерживает старшее поколение и троекратным обменом поцелуев обменивается, да? Вот. В особые праздничные дни Сагалгана, в дни свадьбы, в дни сватовства, и когда важные гости приезжают, вот буряты вот так подносили хадаки. В этот праздничный день нашей старейшине Софье Гармаевне дарим подарок от бурятской общины. Бурятскую шапку малгы носят женщины и мужчины. Эта шапка в форме юрты, имеет небольшие поля, и она остроконечной формы. И каждая деталь нашего головного убора имеет свой символ и имеет свое обозначение. На вершине шапки, то есть юрты, находится дынзы, или серебряное украшение, которое символизирует благополучие и процветание. Навершие также украшается обязательно красной кисточкой. Зала по-бурятски, зала сысык. И вот эта красная кисточка символизирует лучи солнца, которые освещают нашу землю, Вселенную. И у бурят есть очень любимый цвет, это цвет синего неба вечности. Если вот у нас девичий костюм, он без жилета и незамужней женщины. У замужней женщины обязательно должен быть жилет, и жилет может быть коротким, может быть длинным. Вот мужской костюм традиционный, обязательно подпоясан, как говорится, поясом со всеми принадлежностями. Так, дальше. У нас
Обязательно. Всегда должен быть стойка-воротник, потому что раньше считалось, ну и сейчас считается неприличным открывать тело, голое тело. Поэтому у нас всегда воротник-стойка. Затем идет у нас вот это на правую сторону обязательно, ингир называется. Сюда вот, как бы карманов не было, поэтому сюда приходилось, как говорится, все свои принадлежности сюда ложить. Так, дальше идет у нас вот пояс, и вот тут широкая юбка. Тут вот складок, можно сказать, почти подобно бузам, 33 защипа, да, и очень удобно. Почему юбка была широкая? Для того, чтобы она, замужняя женщина, естественно, она занималась хозяйством. Поэтому в этом она могла, как сказать-то, принести и дрова, и ребенка таскать, как говорится. Ингир я вот не сказала, потому что это очень удобно было расстегивать и кормить ребенка. Обязательно. Если летний у нас дыгыл был на подкладе, как говорится, просто, то в зимнее время оно подбивалось обязательно овчинной шкурой. Летний костюм у нас называется тырлик, а зимний уже дыгыл. Еще можно было этой широкой юбкой расстелить на половине спать, а второй половиной укрываться. В степи же люди, степной народ. Все было предусмотрено, все с большим значением делалось. Вот мне еще хочется рассказать про элемент ингыр вот мужчин, да, вот это, что отличается. Я отношусь к роду Бадма, который заселил из 11 сыновей Бичурский район. И вот у меня род Хуасей по отцу, да, иду. Вот это у меня верхняя часть желтого цвета, некоторых зеленого цвета, голубого. Вот по цветам различали, к какому роду принадлежал мужчина. А еще вот самая, ну как сказать, отличительная особенность, значит, у нас здесь вот отвороты должны быть в виде копыта животного. Потому что буряты скотоводческий народ, как говорится, всегда со скотом, и поэтому вот символизировалось. Буряты очень почитали именно 5 видов животных. Это лошадь, верблюд, корова, коза и баран. И символ у каждой семьи вот эти 5 видов животных должны были быть. Символ богатства. Вот он. Здесь традиционный бурятский уту. Тут тесненная кожа и вот загнутый носок. Подошва, естественно, тут у нас сыромить идет, и уже современный материал, тут резина. Внутри обычно всегда войлок, он очень дышащий, теплый, и ногам удобно. Я сейчас хочу вам показать мастер-класс по приготовлению буз. Они готовятся из мяса и варятся на пару. Так, тесто делим на порционные кусочки, раскатываем. И такой кусочек теста берем мясо. Раньше, конечно, делали бузы из баранины, а сейчас мы адаптировали под современные реалии, которые у нас есть, да. И у нас сейчас бузы готовятся из фарша свинина с говядиной, в который кладется лук, соль, перец. И они очень питательные и варятся на пару. И желательно сделать 33 защипа. 33 защипа означает количество складок на костюме монаха. Они у нас варятся примерно минут 20 на пару. И получается очень вкусное, сытное блюдо, которое нравится всем, кто пробовал. Никто не отказывается в следующий раз от этого блюда вкусного. Форму юрты придаем традиционного жилища бурятов, монголов.
И любой праздник, конечно, не обходится без этих вкусных буз. Вроде бы простое блюдо, но в то же время очень вкусное, очень красивое. Архын залу нағанда Амырықнанда дурлажа Адарха ондылхын нағында Алтын дыл хейдір қалбырышта Шебетін сысық ұрғалда Шеменен амда зәбірхә Бешне шамда дұлаға Хошара, хошара, ешене,
Амама сежено яро, не назога бедерье. Еридо храто, я харана. Ошарые шене жешене, я харахатарая. Я найду, найду, ялагара сарая. В этот интернациональный праздник, День народного единства, празднуемый 4 ноября, бурятская община присоединяется с поздравлениями нашей республики, города Якутска с Днем народного единства. Ура! 국민통일날을 축하합니다. Желаю всем жить в мирном мире. Не побоюсь повториться, в мире и согласии, с родными, близкими и дальними, с окружающими, с соседями. Всем добра. В этом году, вернее, в 24 году исполнилось 160 лет со дня добровольного переселения корейцев в Россию. И был это большой праздник, поэтому мы проводили здесь фестиваль корейской культуры в городе Якутске. А вообще само переселение началось еще где-то в 12-10 годах добровольное. Корейцы переходили границу тогда свободно, не было, значит, закрыта граница, Корея была одна, но переселялись сюда, в Россию, корейцы с северных областей Кореи, потому что там был голод, холод, неурожай. И в основном они переселялись на Дальний Восток. Сейчас там город Уссурийск, где они базировались по линии реки Туманган. Расселялись они компактно для того, чтобы не потерять культуру, язык, традиции. Все это соблюдалось, и они жили компактно. Часть переселялась в Китай, часть переселялась, значит, в Россию. Ну и корейцы, которые переселились в Якутию, тоже по разным причинам. Они шли, также искали работу, значит, искали где-то условия лучшей жизни. И таким образом потихоньку как бы переселялись, потому что, ну, на перекладных в основном уже переселялись. И первыми, корейцы первыми появились в Алдане, когда началась разработка золотой промышленности. Тогда их, значит, привозили с Амурской области, с Читинской области, значит, с Маньчжурии и вербовали их на золотые прииски. Вот сейчас, в последнее время, опять возрождается сельское хозяйство. То есть многие стали образовывать крестьянское хозяйство и как бы пришли к исконно вот корейскому труду, если так можно сказать. Да? Из корейских блюд самое такое популярное, знаменитое, которое всем известно и любимо блюдо – это кимчи, которое везде, на любом, значит, на любом праздничном столе и даже на любом в рабочий день, кимчи – это обязательный атрибут, который, значит, употребляется в корейской семье. Это квашеная капуста, китайская капуста, да, или говорим, какая она у нас? Ну, она… Пекинская? Да, пекинская капуста, китайская капуста. Она бывает разная, но здесь у нас тоже, вот в нашем городе, она сейчас растет. В принципе, оно и раньше росло. Мы в детстве помним, что мы солили эту капусту. Пекинская капуста, которая, значит, квасится. Сначала она, значит, засаливается в соленой воде, в крутой соленой воде под гнетом на сутки. После этого промывается, значит, она засаливается в этом крутом соленом растворе для того, чтобы микробы ушли оттуда. Так вот раньше бабушки говорили, пусть всякая нечисть из этой капусты уйдет. Вот. И кроме того, она немножко, когда подсолится вот в крутом соленом растворе, то она становится немножко мягкая, податливая, она не грубая. Потом, значит, после этого промывают ее, делают соус специальный, там аджика, чеснок, перец красный, соль, кисель, очень такой большой раствор. Вот. И после этого, значит, засолка идет.
тоже смазывается каждый лепесток, каждый лист капусты как следует. Потом тоже ставится под гнет на сутки, и через сутки уже можно его класть в холодильник. Таким образом, вот так вот засаливается эта капуста. Ну, я думаю, процесс сам этого раствора не надо, да, потому что это долгий процесс. Ну, в принципе, обязательно здесь присутствие чеснока, красного жгучего перца, вот, и соус рыбный, соус, значит, соевый сюда идет, вот, немножко сахара или меда, и кисель делается из рисовой муки или же из пшеничной муки. И все это потом смешивается. Вот таким образом просаливается. Теперь из мучных блюд, ну, здесь уже разрезали, поэтому вот как бы, вот если вот так сделать, то это получается пирожок, да? Вот, пирожок. Вот, это паровые пирожки. Вот эти вот паровые пирожки. Они делаются на дрожжевом тесте, как пирожки обычные, но на пару. Вот, на пару пропаривается, и внутрь, значит, начинка у этих пирожков не только не чисто мясная, а с капустой обязательно. Чеснок, много лука надо положить, чтобы она была не сухая начинка. И обязательно капусту нарезают. Вот, обычную капусту. Капусту немножко поджаривают, потом смешивают с фаршем. И таким образом потом, значит, оно на пару, а на пару оно 30-40 минут. И все. Оно должно подниматься, вот когда в кастрюлю кладут вот эти пирожки, ждут, когда они немножко отстоятся, чтобы поднялись маленечко. А потом уже пропаривают, закрывают крышкой. Тогда они получаются пышными и белыми, хорошими. Хотя некоторые говорят, что белые пирожки. Вот, теперь, значит, вот это вот у нас здесь, это у нас оладушки из рисовой муки. У нас есть рисовая мука, но здесь в продаже у нас есть, но только она должна быть клейкая. Вот рисовая мука есть алтайская, она совсем не клеится, она вообще такая вот из второго сорта, видимо. А высший сорт, это вот я специально еще сделала так, чтобы они не склеивались. А если и по-хорошему, если сделать, они склеиваются друг с другом, и очень сложно их оторвать друг от друга. А вот рисовые тем, что они склеиваются. Рисовый хлеб делают, вот, удар хлеб называют у нас. Но его рисовый хлеб, который называется удар хлеб, его делают, обычно муку молотят мужчины, потому что есть большие деревянные молотки, которые вот в корытах начинают вот это вот, значит, молоть этот рис, и потом они молотят до тех пор, пока оно не превратится в муку. И вот переворачивают, молотят, и только мужская сила нужна, потому что женщины не справятся. И тогда получается клейкая мука, клейкое тесто, и потом на пару делают вот такие вот хлебцы. Вот то, что корейцы едят, как говорится. Вот. Теперь, значит, у нас еще вот здесь, ну, здесь уже салат. Папоротник. Вот. Папоротник – это сушеный папоротник коричневый. Значит, его размачивают, делают салат туда, значит, специи все, потом растительное масло подогревается. Вообще у корейцев во всех салатах масло подогревается, чтобы оно было, ну, когда оно закипит, и потом, когда его наливаешь, он прямо немножко как бы прижигает еще овощи. Поэтому и всегда оно вкуснее, когда пережаришь масло. Вот. Это вот папоротник. Но папоротник – это тоже процедура такая, что его в горах специально корейцы имеют бригады, которые в горах по месяцу живут, собирают этот папоротник, сушат, потом спускаются с гор с папоротником уже, да. Сейчас мы вам покажем традиционный обряд поздравления в праздник новогодний Соль-Наль, который празднуется по лунному календарю. Дети поздравляют родителей глубоким поклоном, который называется «Себе».
새해 복 많이 받으세요. 건강하시고 오래오래 사세요. Дети поздравили, родители в ответ дарят им сладости или деньги. Поздравляем. Здоровья. 건강이와이. Все. 내리며 쓰러지며 쓰러지며 내리며 봄에 오는 마음이 조마조마할 거예요. 진달야 갯날이야 어서 비오라. 너희들 만나고 가려고 봄 눈이 온다. Это традиционная игра, называется юннари. Для юннари нужно вот поле, нужны фишки и нужны палочки такие. Цель игры – прийти к финишу первым. Для этой игры есть вот такие палочки. Когда их кидаешь, допустим, вот эта плоская сторона, если одна плоская сторона выпала, значит это свинья. Это дает вам сделать, это дает право вам на один шаг вперед. Вы выбираете себе фишку и ходите по полю, получается. Если выпадает две плоской стороной, это собака. Она дает вам право на 2 шага вперед. Получается, вот если вы отсюда начинаете, 2 шага делаете. Если выпадает 3 плоской стороной, это у нас овца. Это дает вам 3 шага вперед. Вот отсюда даже вот 3 шага сделали. Если выпадает 4 вот таких палочки плоской стороной, это либо бык, либо корова. Это вам дает право на 4 шага вперед и плюс еще 1 бросок. Вот, допустим, вы сделали 4 шага вперед, и вы еще раз бросаете эти палочки. Если выпадает 4 штуки вот этой выпуклой стороной, получается, вам дает право на 5 шагов вперед и еще 1 бросок костей.
Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Айхирел, и сегодня я представляю свою родину, Республика Тува и мой народ тувинцев. Тува – это сердце Азии, географический центр континента, земля, где могучие саяны переплетаются бескрайними степями, а великий Енисей начинает свой путь. Здесь природа диктует свои правила, и каждый камень имеет свой дух. Мы потомки кочевников, и этот дух свободу, единение с землей живет в каждом из нас. Наша вера, буддизм, переплетена шаманизмом, учит нас глубокому к уважению к одушевленной природе. Тувинцы – народ с открытым сердцем, оценим семью, уважаем старших, почитаем свою историю и язык. И наше гостеприимство – это ароматный чай с молоком и традиционная кухня. Я истинно горжусь своей родиной и своим народом. И приглашаю каждого из вас посетить этот удивительный край. Приглашаю вас, Туву, увидимся. Анығылы албастақ саққа, айқалы тардыған алғатағым болын саңа үтчаппын. Субықы бұлғаттақ үйеға оройы тосқойын тойдағым болын оғылақ доғыр бар. Түске сүбәлейбін, томторго соргулубын. С лучшими русскими людьми будь равным по силе другом, с самым лучшим якутом, неотстающим приятелем стань. На тех, кто высоко образован, опираясь, расти, с самыми отменными умницами стань в один ряд. Агарли қорите исус бугуни, изданақ шули птурусун муча, цоли цуни. Хушбахти мегуям, ба қулаҳои баланд бирасед. Бо беҳтаринҳои мардуми рус баробар бош бо қуввати дӯст. Бо беҳтарини якут аз рафиқи қафо намон. Үгіз үйерүйләқ күннен, ухун уруйда холықтон. Салпат саргылақ савстан. Так как мы являемся молодежной организацией, чаще всего мы проводим такие мероприятия увлекательные в виде квестов, этноквестов. Вот мы очень любим проводить такую игру, которая у нас называется «Игра народов», разработанная как раз-таки общероссийским общественным движением Молодежной ассамблеи народов России «Мы россияне», региональным отделением которого мы являемся. Это вот такой наш подарок от наших московских друзей, можно сказать. И это очень увлекательная игра. Здесь очень много символов всех народов, проживающих у нас в России, представлены. На самом деле вариаций игры здесь может быть несколько. Именно ту вариацию, которую мы представляем, играем, например, на фестивале Мусустар, она представляет собой такую колоду. И каждому игроку раздается по одной карточке, и он должен именно в правильном вариации, правильном названии, да, например, если у кого-то есть русский платок, и он видит эту карту уже в колоде, он должен уже эту карту назвать правильное название и забрать его себе. И получается, в этой игре побеждает тот, кто больше всего наберет карточек себе. И к концу игры, у кого на руках останется как можно больше карточек, тот и, соответственно, побеждает. И преимущество здесь в том, что практически все символы народов России у нас представлены. Можно познакомиться. Мы всегда перед началом даем игрокам ознакомиться, как правильно называются. И здесь также идет знакомство с разными атрибутами, можно сказать, разных народов. Они с этим всем ознакомливаются, и потом уже, имея такие знания, они могут поиграть. И вот сейчас ребята вот на примере показывают, как это действие происходит. Да, здесь в этой игре отмечу, да, то, что является важным, что есть ведущий, который контролирует процесс игры, потому что нужно не просто выкрикивать там любое слово, да, а именно правильно назвать тот атрибут национальный,
и найти его у себя в руке в карточке и сопоставить вот эти два изображения. И он как бы смотрит, кто это делает первее, и очко засчитывается тому человеку, который сделал это первее и правильнее. Наша организация была создана еще в раннем 2004 году, вообще молодежная ассамблея как таковое движение, да, но официальную регистрацию именно в качестве регионального отделения мы получили в 2021 году, и уже в этом году нам будет, так скажем, первая такая юбилейная дата, маленькая еще, это 5 лет. Целью данной нашей организации является это объединение интернациональной молодежи, проживающей на территории Республики Саха-Якутии, это представители разных народов, национальностей, конфессий. И самая главная цель, которую мы преследуем, можно сказать, которую мы для себя задаем в данной организации, это, конечно же, объединение представителей всех этих народов, несмотря ни на какие различия, которые между нами есть. Дабы не было каких-либо конфликтных ситуаций в нашем обществе и в целом ни в каких плоскостях. Вместе с этим мы помогаем непосредственно в адаптации и интеграции иностранных граждан и студентов, которые приезжают на территорию Республики Саха-Якутия обучаться в наших вузах. Это иностранные студенты с разных стран мира. И помимо этого также занимаемся той деятельностью, что популяризируем и пропагандируем, и, конечно же, здоровый образ жизни, и мир, и единство между народами тоже. Также каждый из нас, поскольку организация состоит из представителей разных народов и национальностей, каждый продвигает свою культуру, свои традиции, обычаи. Мы делимся друг с другом этим. И помимо этого стараемся непосредственно показать всю красоту тех народов, которые мы представляем. Проект «Передвижная фотовыставка народа Якутии в лицах» был реализован в 2023 году. Тогда как раз вышла статистика переписи населения, получается, 2020 года, когда опубликовали и стало известно о том, что официально в Якутии у нас зарегистрировано представители 135 национальностей. Это очень вдохновило. Хотелось в одном месте собрать представителей столько много национальностей. Я сколько лет уже в Якутии живу, никогда не видел, чтобы так много представителей разных национальностей в одном месте собрались. И хотелось, чтобы именно все жители города и в целом республики могли тоже это увидеть. И как раз фотовыставка позволяет это сделать. В фотовыставке у нас, получается, приняло участие 53 человека, это представители 28 национальностей. Конечно, не удалось собрать 135 прям все национальности, потому что когда мы уже на этапе сбора анкет и так далее начали собирать и звать людей, оказалось, что некоторых народностей, к сожалению, настолько мало, что их, наверное, нужно в индивидуальном порядке приглашать и чуть ли даже не выезжать еще в районы республики для того, чтобы отснять их и чтобы они были представлены в фотовыставке. Но тем не менее, я считаю, что это все равно очень неплохо, потому что нам удалось это распечатать более 50 фотографий, представить разнообразие, многообразие культур, да, вот народов, которые проживают в Якутии. Даже могу отметить, что среди тех национальностей, которые здесь представлены, вошли еще 7 национальностей, которых даже не было в переписи населения. То есть это даже говорит о том, что у нас с момента, когда ввелась перепись в 2020 году, за эти 3 года еще появилось 7 национальностей, которые мы смогли охватить.
iki kıldı veydo şurum albatında çayıl dursun cıngra cıngra başto şurum albatında yaran dursun oyno oyno veydo şurum albatında daygılban cıngra cıngra veydo şurum altayım dağın dursun Dözünün çoğunda bitkin beydo şurum albatının canlıla altayım bayan aysın oyno oyno dokşurum altın dolu azıktı altın geri takılan altayım baş olsun oy. Yo